В Сыктывкаре в эти дни как раз обсуждают, как сделать дороги безопасными. В столице Коми стартовала встреча глав дорожных администраций стран Баренцева региона – Финляндии, Швеции, Норвегии и России. В рамках форума участники обсудят внедрение на территории республики новой техники и передовых технологий, современных материалов, интеллектуальных систем в области обеспечения безопасности дорожного движения, позволяющих осуществлять мониторинг интенсивности движения транспортных средств, регулировать транспортные потоки, обеспечивать видеофиксацию нарушений, следить за соблюдением допустимых весовых параметров. Но главный вопрос – как обеспечить качественный контроль за дорогами в условиях экономического кризиса? Татьяна Супряткина внимательно выслушала докладчиков. Страны-участницы БИАР сотрудничают по многим направлениям, однако вопрос безопасности дорожного движения можно смело ставить на первое место. Регионы схожи по своим климатическим условиям, а потому и проблемы с дорогами мало чем отличаются. Скандинавы уступают России разве что площадями. По расстояниям разница между нами – 1000 километров. В БИАР входят 5 российских регионов – Мурманск, Карелия, Ненецкий округ, Архангельск и Коми. Всех их объединяет одинаковая проблема – дороги. 63% из них не соответствуют нормативам. Причиной тому ошибки при строительстве и неправильная эксплуатация покрытий. Это не просто так, не просто захотели и сделали. Нужно принимать ряд мероприятий. Безопасность дорожного движения – такое многофакторное явление. Зависит в первую очередь, конечно, от водителя, от его состояния, от дисциплины, от автомобиля, от дороги и от окружающей среды. В плане культуры вождения нам бы брать пример со Швеции. Она вышла на первое место по уровню безопасности на дорогах. Там уже лет 10 действует программа «Безопасность 0». Главная ее цель – свести до минимума количество смертельных ДТП на трассах, чего и удалось добиться. Специальных затрат на сохранение дорог мы не несем. Главное – сразу построить качественно, потом эксплуатировать как надо. Единственное, что у нас строгий контроль за тем, чтобы на трассы не выезжали груженные большегрузы с превышением установленных нормативов. Еще одни соседи скандинавов – финны – в вопросе безопасности на дорогах более прагматичны. Как сохранить дорожное покрытие в северных и порой непредсказуемых климатических условиях – на это у них простой ответ. Мы решаем проблему очень просто. Главное – это водоотвод и правильный дренаж. Надо, чтобы канавы и водопропускные трубы были достаточно глубокими и просторными. Как сделать так, чтобы весной асфальт, уложенный прошлым летом, не сошел вместе со снегом? Эта проблема, как выяснилось, близка не только нам. Не могут одолеть ее и норвежцы. У нас проблема эта часто возникает. Как сошел снег и дороги нет. Каждый раз пытаемся новую технологию использовать, чей-то опыт взять. Зачастую похвастать нечем. Вот и сейчас хотим услышать, что вы нам подскажете. В Коми за безопасность на дорогах борются уже давно. Ежегодно миллионы рублей выделяют на ремонт покрытий и строительство новых дорог. Но статистика пока печальна. Что ни день, то авария, да еще и с летальным исходом. Давайте не сбрасывать со счетов, что дорожная сеть на сегодня она у нас практически не реконструируется, если брать Республику Коми. А количество транспорта прибавляется где-то порядка 5% ежегодно. Соответственно, мы находимся как в такой бутылке с узким горлом, куда все больше и больше пытаемся запихать с тех же каких-то изделий, которые тоже по теории вероятности все равно будут иметь процесс столкновения. Здесь надо подходить уже более кардинально, искать какие-то интеллектуальные системы транспортные, которые позволят нам в будущем избежать каких-то таких коллапсов, которые, скорее всего, произойдут в ближайшее время. 2 дня участники форума будут искать ответ на главный вопрос – как построить дороги на севере так, чтобы несколько лет потом не думать о ремонте. Найдут ли, покажет время и трассы республики. Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.